На телеканале БСТ программа «Интервью». Сегодня в Уфе проходит масштабная конференция, на которую собрались делегаты со всего мира. Итак, Всемирный Курултай-Башкир, и к нам в студию приходят гости. Рада представить я столичного эксперта в этнологии и международным отношениям Ахмета Ярлыкапова. Ахмет Аминович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы представитель МГИМО. Да. Да, один из главных центров изучения международных отношений в нашей стране. Как деятельность такой организации, как Всемирный Курултай-Башкир, выглядит в парадигме современной народной дипломатии? Вообще, на самом деле, вот народная дипломатия – это действительно крайне важный компонент в международных отношениях, в том, что происходит между разными странами. И роль народной дипломатии на самом деле растет в современном мире, потому что мир, как вы понимаете, меняется, причем меняется довольно резко. И вот на смену так называемому двуполярному миру приходит многополярный мир. И роль игроков, таких как в частности Всемирный Курултай-Башкир, несомненно растет, потому что в международных отношениях вообще большое значение имеют не только отношения высоких правителей, президентов и так далее, но в том числе и непосредственные отношения между людьми этих стран. То есть это очень и крайне важный компонент. Поэтому я вам скажу, что роль такого рода организации растет. И Всемирный Курултай-Башкир, который сегодня отмечает 30-летие свое, это действительно крайне важный игрок в этой сфере. А что является самым ценным, так скажем, в башкирских организациях, сообществах в сохранении идентичности? Вы с точки зрения этнолога. Вы знаете, я скажу, как немножко сторонний наблюдатель, я вообще по национальности самногаец, и для меня башкирское движение не самое чуждое, поскольку у нас до сих пор жива память о том, как два наших народа были связаны, и связаны были достаточно тесно. Но все равно я, как представитель другого народа, вам могу сказать, что я последние, скажем так, лет 5 достаточно внимательно слежу за деятельностью башкирских организаций. И смею вам сказать, что это такой очень интересный пример того, как, решая свои задачи, эти организации в том числе и уделяют огромное внимание тому, что происходит у соседей, у близких народов. Это крайне редко. Вообще то, что башкирские организации делают, и в частности Всемирный Курултай-Башкир, это очень уникальная вещь, когда, уделяя внимание собственной идентичности и сохранению своей идентичности, эти организации тесно работают, в том числе и с организациями других народов. В частности, например, со многими ногайскими организациями, движениями и даже просто с активистами, это имеются в виду просто сети, обычные этнические сети ногайские. С этими сетями работают башкирские активисты и делают очень многое для того, чтобы у братских народов тоже с этим все было хорошо и замечательно. Оказывается методическая помощь, в частности, оказывается помощь в разработке и выпуске разных брошюр, материалов и так далее. Это крайне ценная помощь, на мой взгляд. И просто уникальный подход, что мы не сами одни сохраняемся. И не сами одни только о себе думаем, но мы в том числе и думаем о том, чтобы наши братские народы тоже вместе с нами подтягивались, росли, развивали свою культуру, язык и так далее. Мы думаем, вы говорите, а тиражируем ли мы этот опыт для других народов Российской Федерации? К сожалению, такого прям серьезного тиражирования на самом деле нет, и это
неправильно, я считаю. Я считаю, что вот тот положительный опыт, который накопили именно башкирские организации, и их уникальный подход обязательно нужно тиражировать, и обязательно нужно об этом, ну, я бы сказал, бы шире рассказывать. Потому что вот мы специалисты знаем. Но надо, чтобы и люди знали. И вы знаете, вот для меня очень, кстати, показательно то, что я подписан на многие вот каналы нагайские и так далее, и там очень и очень тепло всегда говорят о башкирских организациях, что вот наши братья там нам вот здесь помогли, вот тут подсказали там и так далее, и так далее. Это же очень ценно. Какие вот, скажите, главные вызовы, я вам как уже специалисту задаю этот вопрос, стоят сейчас вот перед традиционной культурой в нашем современном мире? Вы знаете, трудно, наверное, легче, наверное, перечислить, какие вызовы не стоят. Да. Потому что вызовов огромное количество, и это касается и языка, и вот вообще всех аспектов традиционной культуры это касается. И мне кажется, что вот для того, чтобы не задохнуться в этих вызовах, для того, чтобы не быть в ситуации потерянного, да, вот мы в лесу затерялись. Чтобы этого не случилось, мне кажется, что нужно просто переосмыслить и решить, а что мы можем сохранить. И, сохранив это, можем двинуться дальше. А какие-то существуют вот новые инструменты для сохранения? Дело в том, что есть, вот мир развивается, и появляются какие-то новые инструменты, в которые надо вписываться. Вот, например, есть Яндекс.Переводчик, давайте вот мы внесем язык наш туда, и пусть ребята, которые уже плохо говорят на родном, согласитесь, да, пусть они все-таки смотрят и вот хотя бы так учатся, да, вот, ну, уже не походишь в национальной одежде, в этнической, да, но тем не менее есть какие-то вещи, через которые можно подчеркнуть свою этническую принадлежность. Ну, например, вот то, что делает молодежь, я вам скажу, вот есть молодые ребята, которые делают обложку на паспорт с национальным орнаментом, да, какую-то одежду, это же все очень просто делается сейчас, какую-то одежду с каким-то элементом, там национальный флаг какой-то, да, какой-то символ. И это все уже работает как вот если бы раньше бы человек вышел бы там, вот кавказский человек в черкеске с этим кинжалом, да. Сейчас уже так не походишь, но если ты надел просто даже футболочку с национальным символом, уже работает так же. То есть нам не надо хвататься за то, что уходит со временем. Но нам надо хвататься за то, что дает нам нынешнее время, какие возможности. Вот эти возможности... Кстати, вот я не устаю повторять, молодежь у нас прекрасная. Она очень быстро подхватывает и очень быстро вплетает это вот в ту, на наших глазах складывающуюся национальную культуру этническую, потому что она в любом случае поменяется. И нам надо не опоздать. Вы, как человек научного сообщества, что вы вот можете сказать по поводу взаимодействия вот с общественными движениями? Как сделать это взаимодействие, чтобы было полезно и для науки, да, и для общества? Ну, вы знаете, вот у меня лично, как у исследователя, очень полезный опыт взаимодействия с самыми разными, да, организациями. Вот с Курултаем Башкир я сотрудничаю просто вот очень продуктивно. Я стараюсь бывать практически на каждых, да, мероприятиях и так далее. Всегда отзываюсь. Вот. И это взаимно полезно, потому что вот я как исследователь, да, слежу и смотрю и делаю какие-то свои выводы. И вот эти общественные организации, что тоже очень ценно, они у нас учатся. Они получают от нас какую-то обратную связь, да, понимают, вот здесь вот мы правильно работаем, вот здесь вот надо что-то там подкрутить, подвинтить и так далее. И это очень ценное взаимное сотрудничество, я бы сказал. Да, и вот, кстати, в этом смысле мне очень нравится то, что делают башкирские организации также. То есть они никогда не теряют этой связи
с нами, получают эту обратную связь. И мне кажется, что очень многие успехи этих организаций как раз вот на ниве этого сотрудничества и выковываются. Ну, мы вас, можно так сказать, выдернули из гущи событий. Как проходит Всемирный Курултай-Башкир? Вы знаете, Делитесь эмоциями. Очень продуктивно. Вы даже просто по мне можете видеть, что много позитива, действительно. То есть у нас очень серьезные проблемы там тоже обсуждаются, естественно. Но это происходит на на такой продуктивной ноте, скажем так, да. То есть мы делимся очень важными замечаниями, наблюдениями и так далее. И в этом смысле я уверен, что 30-летие будет и 40-летие, будет и 50-летие. Дай бог. Дай бог. Спасибо большое вам за ваши пожелания, за ваши эмоции. Я напоминаю, это была программа «Интервью» на телеканале БСТС. Спасибо, что были с нами.